Всем привет, меня зовут Жандос. На данный момент я работаю в Институте ядерной физики на должности инженера управления реактором. Расскажите, чем вы занимаетесь? Суть моей работы заключается в том, что я веду непрерывный контроль за основными технологическими параметрами и поддерживаю безопасную работоспособность реактора. На какую специальность нужно поступить, чтобы стать физиком? Вообще в Казахстане, как и во всем мире, большой выбор специальностей для тех, кто любит и увлекается физикой. То есть вы можете выбрать как узкую специализацию, так и обширную, которую закончил я. Сложно ли поступить на грант? На грант в Казахстане поступить несложно, вам достаточно просто сдать ЕНТ на хорошие баллы и пройти конкурс. Уровень баллов, который достаточен для поступления на грант, он не сильно высок. Я считаю, что твердой четверки по физике, да и по остальным предметам достаточно, чтобы поступить на грант. Бакалавриата достаточно, чтобы работать в физике? Нужна ли магистратура и докторантура? Бакалавриат считается не полным высшим образованием, но его достаточно, чтобы работать в области физики, да и в любых областях в принципе. Но если ты хочешь развиваться и как-то расти по карьерной лестнице, то тебе необходимо закончить как минимум магистратуру. И если ты в дальнейшем хочешь увлекаться наукой, то есть заниматься какими-либо проектами, какие-то новшества вводить в науку Казахстана, то тогда можно закончить и докторантуру. Какие примерно заработные платы специалистов по физике в разных сферах? Ни для кого не секрет, что в нефтегазовых сферах зарплаты гораздо выше, чем в других областях физики. Поэтому, если ты хочешь много зарабатывать, в принципе, то я бы посоветовал тебе поступить в нефтегазовую область. Но также существует отдельная ступень, которая следует после докторантуры, это постдокторантура. То есть, если ты хочешь заниматься наукой, ты можешь работать по различным проектам и иметь хороший доход. В каких сферах еще можно работать физику? Я считаю, что знания, которые даются на физико-технических факультетах, они достаточны для того, чтобы работать не только в области физики, но и в других областях. К примеру, можно даже поработать в банке, либо в какой-нибудь аналитической сфере. А преподавать в университете или школе можно? Если тебя интересует преподавание, то после бакалавриата ты можешь преподавать уже в школе. Но если ты хочешь преподавать в университете, то тебе необходимо получить докторскую степень, то есть PhD. Только после этого тебя допустят к преподаванию бакалавра и магистрантом также. С магистратурой ты можешь преподавать также в университетах, но проводить только семинарские и лабораторные занятия. Что можете посоветовать ребятам, которые хотят заниматься наукой? На данный момент Казахстан имеет очень сильную советскую базу, но наука Казахстана находится на стадии развития, поэтому у тебя, как у человека, работающего в области науки физики, тебе будет предоставлено огромное количество возможностей для развития, для осуществления каких-либо проектов и введения каких-либо новшеств, открытий в науку Казахстана. Самое главное — это не стоять на месте, иметь рвение и желание развиваться.